где ложь, где рай, где ад не разберешь. День слился с ночью, что-то не так, и за окном опять бардак. Че, привет еще раз тогда. Вот. Здравствуй, Никита. Ну что, тем, кто не знает или забыл, да, я скажу, что Виктор эльф из Новосиба. А почему, кстати, эльфом-то назвали вас эльфами? Потому что такие светлые, молодые. Честно говоря, ну, возможно, у всех разные версии. Я не знаю. Ну вот эльф, не знаю почему. Это сам Саша? Сам Саша назвал? Да, это сам Саша, да. Ну, понятно. Ему так проще было запоминать. Ну, во-первых, как поживаешь, как здоровье вообще в целом, в двух словах? Ну, живой, нормально. Живой. Ну, ты дома, да, нигде не путешествуешь, как бы? Нет. Как приехал с Якутска в начале года этого, так и из дома, из Новосибирска никуда я не уезжал. Ну, понятно. Так есть. Ну. Вот. Ну, а общаешься с кем-то, вот, я знаю, ты изредка созваниваешься или там списываешься, да, кому-то пишешь, ребятам из отряда, короче, с кем общаешься? Ну, это все те же люди, Волк, Дед Мороз. Ну, вот с кем вот. Я записывал ролики как раз, да. Да, ну это все те же люди, угу. Да. Вот, в основном с ними. С Вороном не общаешься? Последнее время нет. Ну вот он сегодня в ролике, я видел, записывал ролик, тоже говорил, что типа где ребята, куда пропали. На улице не узнавали тебя, нет, после похода-то шаманы? Один раз узнали, да, когда я где-то в центре был. Вообще я живу на окраине города, и очень редко я в центре появляюсь, но раз как-то я шел по центру, да, женщина меня узнала, я без маски шел. Так, может, с маской, если бы шел, то не узнали меня. А так, иду, она просто такая, ой, это же ты там... Ну, она на площади стояла, я так понял, что там что-то вроде пикетов было или что-то такое. Mm-hmm. Ну, так просто, это ты, спросила там про ситуацию с Сашей и все. А так нет, не узнал. Ну, потому что она следила за ситуацией, отслеживала, поэтому узнала, да. Ну, а из хороших воспоминаний? Вот ты в отряд, когда пришел, там уже сколько людей было? То есть, примерно не помнишь, какого числа вы присоединились? Как? Ну, или примерно сколько там уже человек? В конце июля, да? Где-то в конце июля, да, где-то так. Ну, примерно. Там человек... Вообще я узнал о шамане. О шамане я узнал, когда он один шел в компании собаки. Не помню, как точно, Байбох или как так, собачку звали. Вот он шел. А пока я туда доехал, там уже собрались люди, да. Уже такая... Я помню день, когда приехал там. Я пришел в один день с Илэем. Еще такое странное совпадение. Значит, мы пришли в один день. Он меня встретил на вокзале, Илэй. И потом выяснилось позже, что у нас день рождения. Вот такое совпадение, короче, были. Мы часто вспоминали это. Да. Вот так совпало. Прикольно. Ну вот, я сегодня мне Валентин сказал, что Элей пропал, потому что я переживал, что он потерялся, что не случилось бы что. Но он сказал, Валентин, что связывался с Айхалом, и Айхал сказал, что Элей просто там, где связи нету, в лесу где-то, короче, там, поэтому... Вот, ну и это как бы меня так успокоило, вот, то есть, ладно, нормально. Я думаю, вернется и выйдет потом на связь, как у него будет возможность. Ну, вот. Он же тоже шаман, поэтому, возможно, ему необходимо сейчас уединение какое-то. Да, я думаю, так и есть. Ну и я думаю, вряд ли в истории у тебя в жизни были какие-то более приключения крутые какие-то. У меня жизнь разделилась на до и после, потому что ничего более... Если бы мне 2 года назад кто-нибудь подошел и сказал, знаешь, Витя, ты в скором времени отправишься пешком, значит, в столицу, в компании шамана-воина из Якутии, там, ну, в общем, я бы сказал, типа, чё за бред? Ну, жизнь странная очень штука, да, поэтому... Ну, да. А сейчас это, типа, жизнь, это случилось вот так вот, да. А свой канал, вот что еще мне интересно очень, свой канал ты... вел, одно время ролики у тебя там были. Сейчас я посмотрел, у тебя там, ты удалил все или там, что ты говорил, какие-то были проблемы, там даже не выкладывалось что-то.
Да, у меня значит, удалили некоторые видео. Причина была неприемлемое содержание, хотя я не понимаю, чего там такого неприемлемого. Политика Ютуба как-то очень странно работает. Похоже больше на какую-то личную неприязнь одного из админов, что... А ты в общем, непонятно. Я так понял, что... Бороться не пробовал с этим? Там можно протестацию какую-то делать, ну, типа обратную жалобу или там, ну, чтобы восстановили, или не пробовал, ничего? Я просто создам новый канал, это будет резервный, и, может, я его кого-то вообще подарю канал, кому нужно. Для меня это, ну что, канал да канал, подумаешь, сделаю новый, в чем проблема-то? Я таких каналов 100 штук могу сделать. Ну да, правильно. Или, хотя, возможно, какую-то другую соцсеть уйду, потому что YouTube в этом плане как-то странно себя ведет. Не знаю. Да, вообще не было этих сложностей каких-то еще с полицией там или каких-то там, что-то такого не было, когда ты вернулся? Ну, из Якутска? Да, кроме Волка, с Волком я знаю, была ситуация, там видел. Когда я вернулся из Якутска, меня еще один раз увозили в отдел, и еще один раз после отдела меня просто тормозили и обыскивали всего. Да. Ну, 2 раза у меня было такое ограничение. 1 раз задержали, а 2-й раз просто обыскали, да. Ничего себе, но для того, чтобы обыскать просто так, это нужны тоже основания же, надо как бы, ну, они же должны объяснять, они даже документы не могут проверять просто так, ты же знаешь, да? Ты не стал ничего спорить с ними? Ну, а какой смысл? Типа, ночь, я в переулке, за мной едет тихо машина, какие-то, ну, я так понял, человек такой подозрительный, я так понял, что это один из них опер, а я просто домой иду. Ну, это окраина города, тут везде темно. Вот, и подрезают машины меня сзади. И, ой, стойте, молодой человек, постойте, подождите. Ну, они сослались на то, что там магазин, в общем, какой-то якобы там ограбили, какую-то стрельбу слышали. Меня всего там прощупали, обыскали. В итоге у меня в рюкзаке там, что-то я с магазина шел, там буханка хлеба, какой-то пакет сахара. Я говорю, ну вот, типа, что, угощайтесь, хотите, если голодны. Опасный террорист, блин, нашли. Ну, в общем, отвезли для восстановления личности. Я пытался там сказать, типа, давайте там, вы хотя бы представьтесь, он так, ну, нехотя, ну, ладно, там. Это причем уже вовсю эти коронавирусные ограничения, и один из сотрудников взял у меня сигаретную пачку, так, открыл ее и пальцем вот так вот там начал водить по фильтрам. И я такой, ну, типа, что за бред? Это же так... Да. Конечно же, без масок и все прочее, да. Ну, печально, да. Это, с одной стороны, смешно, а с другой стороны, возмутительно. Как всегда, блин, у нас в последнее время. Ну, ладно. Понятно, блин, конечно. Жесть. Ну, привет им можешь передать. Конечно, всем привет передаю. Я всех помню. Всех помню, всем привет. Да. Я никого не забыл, да. Я пожелал бы всем все-таки быть более солидарными, добрыми, что ли. Этот мир, он слишком злой какой-то. В последнее время тем более. Я за добро и всех призываю к этому. За добро и солидарность. Я присоединяюсь тут, как бы, конечно, 2 руками. Что здесь делать? Куда идти? Кто мне поможет? Кругом одни враги. Закрыты двери везде на засов. Все крепко спят, что не видят снов.